Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Гушуйсо. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, угадайте, где я? Ва алейкум салам. Жахар Дудаев, Стянгаусу. Ва алейкум салам. Нет, не Литва, не Литва. Я не в Литве. Ва алейкум салам, Кавказ. Так. Произошло Идигду. Да, Венгрии. Кто-то, не Эстония, нет. Джахар Дудаев проходил службу в Эстонии. Я сейчас в Венгрии. Я понимаю, что сложно сказать. Как ты можешь узнать? Ну, вообще, я просто шутку как бы сказал. Так. Мы уже прочитали, где... Ну да. Мама, Technology Innovation. Так, начну. Сейчас, секунду. Ва алейкум салам. Название ролика, да. Вот это здание, которое позади меня, в этом здании служил, работал Аслан Масхадов, то есть мой отец. Это штаб артиллерийского полка, то есть он был в то время начальником этого штаба. Сейчас, секунду. Мы уже прочитали, где. Ага. Вы там еще пишете. Мокшали. Алхамдулилlah, дикю, варчаль. Когда Люлю сбросят с поста, когда Путин сбросится с поста. Вот такие вот дела. Ва алейкум ассалам. Страсбург с тобой. Мы тоже со Страсбургом. Это воинская часть. Сзади вон там видно, это казармы в этом воинском гарнизоне. Кстати, как я помню, тут было много войнахов, чеченцев, ингушей. Ну, было 10-15 солдат. То есть они, будучи солдатами, проходили здесь службу. Вот. И это здание, как я сказал, это штаб того артиллерийского полка. Мы в Венгрию приехали, когда отец окончил военную академию в Ленинграде. Он первым приехал сюда. Позже мы с матерью уже тоже приехали. И в эти дни он был на военных учениях, мой отец. На военных учениях. И отец прислал машину в Будапешт, чтобы нас встретили, то есть своего водителя. И как раз на этом месте мы заехали сюда, в этот гарнизон. Мы ждали отца. Через некоторое время он подъехал, вот, встретил нас. Здесь сзади, вон те эти здания, это была столовая. Столовая была. Столовая солдат, там, и офицерская столовая здесь была. Я любил, конечно, бегать тут с нашими войнахами. Они меня чуть ли не на руках носили. Ну, я в то время молодой пацан. Вот. Сейчас, секунду. И, наверное, вот так пройдемся. Дальше пойду по улице. Здесь уже почти темно.
ты самый первый юный чеченец, который в СССР посетил Европу. Наверное. Мы сюда приехали, чуть еще вдали покажу. Приехали в 81-м, кажется. Да, в 80-м, ну, в общем, мы до 86-го года были. Вот. Такие воспоминания. Сейчас я как раз вон то здание еще раз покажу. Это воинский штаб. И пройдусь по улице. Как относились местные к вам? Ну, знаешь, брат, в то время вообще советским людям в то время было запрещено иметь какие-то контакты с местным населением. Ну, нельзя было вообще иметь какие-либо контакты, там, общение. Вот. А так сам народ, очень хороший народ. Я помню сейчас точно год не могу сказать. Ну, в общем, это здесь была пролита кровь советскими войсками. Так же, как и в Чехии, в Праге. Ну, кто знает, тот помнит. И поэтому нельзя было иметь какие-либо контакты с местным населением. Вот. Вон еще покажу то здание. Вот то здание, которое я показывал. Это штаб. Я, как всегда говорю, альхамдулиллах, те знания, которые были накоплены нашими людьми, которые проходили службу в этой армии, в советской армии. Эти знания пригодились, чтобы набить физиономию, наказать их армию, российскую армию, физиономию этих российских генералов, которые вторглись на территорию Чеченской республики Ичкерия и убивали мирных жителей. Сейчас, секунду. Вот эта столовая была. А еще кое-что покажу. Интересное здание. Алейкум салам. Очень грамотно. Грамотная речь. Не знаю. Это вам судить. По листьям иду. Осень. Я, можно сказать, всю жизнь жил среди русскоязычных людей. Поэтому мои первые языки были чеченские. Мы дома разговаривали на чеченском языке. А также, конечно, русский язык изучал. Потом уже по жизни как-то английский язык, другие языки. Сейчас покажу какие здания интересные. В этом доме мы жили. То есть наша семья. В этом доме, в 2 подъездах, на 2-м этаже. Вот. Такие вот интересные места. Сейчас хожу тут.
тут несколько домов, где жили семьи офицеров в то время. Семьи офицеров. И еще интересное место покажу. Ну, свое детское в то время. Ну, представьте, сколько мне лет. Я пацан, маленький. Вокруг этих домов бегал. Сейчас я камеру переключу. Вот. Сзади меня, вот видите, вот с этой стороны, это была песочница. Моя первая песочница, где я игрался. Вот. Сейчас покажу, наверное, так. Сейчас, секунду. Это у меня камера как-то неправильно. Вот. Хотел показать. Это была песочница. Алейкум салам. Вон тот дом, серый такой. Потом мы переехали в этот дом. Там жили. Вот. Старые машины вокруг здания, мрачные. Это точно Германия. Нет, это не Германия, это Венгрия. Ну, да, сохранилась, да, вот армия советская и так далее. Но все-таки как бы рос здесь. И воспоминания хорошие. Отец, мать, сестра родилась, кстати, здесь, в Венгрии. Такие теплые воспоминания. Вот в этих домах мы жили. Ну, тут целый большой гарнизон, воинская часть. Сейчас я пройдусь в другое место. С днем рождения, кто-то меня, Малика, Дейл Рейскую, спасибо. И так получилось, что, серьезно, я так не специально это сделал, так получилось, что в день своего рождения я оказался тут, в тех местах, где я рос. Просто из-за своей поездки так у меня действительно получилось. Дейл Рейскую я не праздную, если честно, я даже не помню, когда в последний раз так брал и специально как бы праздновал свой день рождения. Я, наверное, еще чуть-чуть пройдусь. Еврейскую. Ствол велел, шок соқыш. Когда вами годок. Где наша не пропадала. Сейчас, секунду. Сейчас чьи войска там? Сейчас никакие не войска. Ну, обычно гражданские люди здесь живут. Гражданские люди живут. И хорошо, что советских войск тоже здесь нету. Вот. Спокойно люди живут. Так, вот этот дом, который я показывал, здесь мы жили. Вот этот. Потом мы пойдем, наверное, сюда. Еще кое-что покажу. Малика, молодец, что вспомнил.
Хаматхан. Да. Мгм. Это поселок Бай, Венгрия. Вот. Вот самое верхнее окно, наше окно было. Вот, второй этаж. Второй. Чуть холодно. Я подниму. Кавказ, тебе баракалла. Ага. Малика, мы к тебе уже привыкли. Читаю ваши сообщения. Мы были здесь с 80 по 86 год. Мы здесь жили, в этих домах. Вот этот дом. Опять шапку не надел, да? Я не знаю, у меня в кармане она. И шапка, и отвертки, как мне тут советовали. Вот. Шучу. Спасибо, Михаил. С днем рождения. Русский тобой против власти Путина. Угу. Спасибо. 3-1 остался у нас, брат. Наш высокомерие. Высокомерие, гордыня. Это нехорошо. В 86 году мне было 6 лет, да. Валикум салам, брат, из Дагестана. Аллах рейс, масана хуил, хаматхан. Давно, а почему? Мне интересно, Анзор, Хаматхан пишет, Аллах рейс хуил. Анзор, я давно мечтал там побывать. Аллах рейс хуил. Ты, наверное, служил здесь, да? Вот это здание, это был зимний клуб, там фильмы показывали и так далее. А эти мрачные здания, это казармы. Вот. Здесь солдаты были. Еще чуть-чуть пройдусь, и потом в другое место пойдем. Джахар Дудаев, Аллах рейсу, алейкум салам, Ингушетия. Дику, алхамдулилlah. Турне по Европе. Турне, да, получается. Я много людей повстречал, пообщался. Потом, иншаллах, когда конкретно остановлюсь на каком-то месте, я уже расскажу, что да как, те вещи, которые можно здесь на публику говорить. Вот. И даже скажу, сколько встреч я провел с людьми нашими. Алхамдулилlah, все получается. Вот, это казармы сзади. Покажу дом, где жила наша семья, да. Покажу. Да. Здесь это казармы. Вот этой стороне были боксы, там была техника, военная техника, там гаубицы, там танки были, БТР, БМП, МТЛБ и всякое там. В этой стороне здесь парк ГСМ был, горюче-смазочных материалов. И, кстати, вот эта дорожка, которая сзади, да, по этой дорожке мы с отцом бегали, ну, неделю по один раз точно. Он утром меня брал на пробежку 3 километра. В то время как-то не хотелось, потом, когда чуть повзрослел, да, уже было, уже самому хотелось. Вот по этой дорожке мы бегали по 3 километра каждый день. Не каждую неделю. Вот. И он, как я показывал, вот это желтое вот здание там, это был клуб, где фильмы показывали, а перед клубом там яблоки росли. Ну что, нарвали этих яблок и
ходили фильмы смотреть. Ну вот, такие воспоминания. У меня камера дергается, ну телефон. Валикум салам, Руслан, Казахстан. Спасибо, брат, что заходишь. Содомон, Саундер, брат, что-то там ты про совет старейшин в Европе. Я вчера посмотрел, прям вдохновили. Чему вдохновили? Я не видел это, не видел. Ой, Руслан, надеюсь, Рамзан освободится. Я Аллах. Кто меня достанет? Ну, раз уж такое... Я не люблю такие вещи говорить. Пускай сам приедет и постарается достать. Сам бил хат. Мегардует, ты не хотел бы написать книгу про своего отца и про все события? Я об этом много раз говорил. Я одну написал. Она вышла у меня на норвежском. И как я вижу, как я понял, придется мне про все писать. Первая книга у меня как бы сжатая получилась. Вот. Сжатая получилась. Так, Кавказ призывает вести диалоги и монологи на английском и немецком языке. Can you understand me if I speak English? Например. Нет, у меня здесь люди, которые знают, ну, все знают русский язык. Если я сейчас буду на английском или там на норвежском, на французском языке, немецкий не знаю, французский чуть так знаю себе, но другие не поймут. Аллах рейсую. Валейкум салам. У меня камера трясется. Хамадхан, сейчас интересно. Да, Анзор, я там служил, и тебя, да, Анзор, помню, нас было в войнах 36 человек. Да, вот именно. Много было наших, но много было. И, как я помню, таких конфликтов и не было. Я никогда не слышал, чтобы у наших тут были какие-либо конфликты. Все как братья были. И отец приглашал на выходные к нам домой. Там мать готовила там кушать, сидели там. Ну, хорошие отношения были. Дейл рейсхи Аллах азу ты массейрау дой побыл. Аллах рейсхи Хамадхан. It's time. Салам, Ташкент. Алейкум салам. И сам Усай, я видел. Подожди чуть-чуть, подожди. Я ж поэтому как бы убрал. Ну ты понял. А так все нормально. Пардон, как домовал. Анзор, он раз пишет. Анзор, он был наш командир, очень помог мне. Светлый человек был. Ассаламу алейкум. Валикум салам, брат. Да. Спасибо, брат. Чарльз, Франце, Анзор, ты у Тумсов в голосовых чатах бываешь. Я несколько раз был, но сейчас у меня просто времени не хватает. Даже люди мне пишут и не успеваю отвечать, за что я очень извиняюсь. Кто-то у меня просил показать Кавказ. Джахар Гудаев, ты просил, да?
показать дом, где мы жили. Ну, вот, это один дом. В этом доме мы жили, потом мы переехали. Сейчас, секунду. Все-таки мне эту ручку надо, или как она называется, стабилизатор купить, чтобы не дергался телефон. И в этом доме мы жили. На втором этаже, но окна были в другую сторону. Вон подъезды. Вот такие вот дела. Сейчас отвечу, Джон. Когда отец решил оставить эту армию, потому что эта армия начала убивать мирных жителей. Это в Грузии, Азербайджане, потом в Литве. И отец оставил эту армию. И звание у него было полковник, а должность была генеральская. Я помню по рассказам, конечно, как отец, оставляя эту армию, его сослуживец, друг по армии, он ему говорил: Аслан, почему ты оставляешь все это? Ты же вот уже до генерала дослужился. У него было 2 ордена, ну, советских ордена, и генеральская должность. И вот сослуживец ему так и говорил: вот у тебя уже генеральская должность, вот уже до генерала дослужился, почему? Он сказал: нет, я хочу на родную землю. И вот так он приехал домой. Где мои сообщения? Так, самые теплые воспоминания — это воспоминания детства, да? Именно детство. Здесь рос, здесь в школу пошел. Да, признаюсь, ругал где-то. Отец ругал, очень строгим был. То есть приходил с работы, и обязательно я должен был показать дневник. А там, ну, не всегда все было хорошо, признаюсь тоже. Да, я учился хорошо, закончил школу, как и надо, на 5, на 4. Вот. Но 2, 3 тоже бывали. И за это отец ругал. Строгий был отец. Вот улица, осень. Хожу здесь, темно. Совсем один. Значит, Халдот. Сейчас. Это где? Это в Венгрии. Здесь отец проходил воинскую службу, будучи офицером. Мы здесь жили. Вот тут у меня спрашивают. Это Венгрия. Самое красивое, милое фото, где он держит цыпленка. Ну, эта фотография была сделана в 2003 году в Гудермесе. Кавказ. Джахар, самое лучшее день рождения — вернуться в детство. Вот я вернулся. Это уже сколько? Ого. И считать не хочется. Мне было 6 лет. 6 лет и плюс еще 6 лет, до 12 лет я был здесь. Учился. Жил. Анзор. Джахар, специально для тебя, но это насчет дома. Ты же просил меня идти к дому. Сейчас я просто смотрю.
комментарии. Хазнех, Мамад, я просто не могу сейчас. Хазнех сан самук, дайла муатсун хатига. Самук, дайла, мадар дос, дайла дэр. Дайла дэр. Доккухум ждага дох. Ну, много чего помню. Еще помню отца молодого. Ну, в то время молодой был. Это сколько ему лет? 50. Ну, считайте, 30 чем-то лет, да? 31, 32. Или как это, да? Да. Вот такой возраст был. И до подполковника. Здесь был до подполковника, потом в Литве полковником был. Вот, Луна. Вот это сзади меня были те дома. А сейчас я расскажу кое-что еще другое. Вон там гора сзади. Вон там, где Луна, там гора. И мы с отцом бегали туда 3 километра. Ну, он меня брал. И вот под горой там было стрельбище. Ну, там можно было из автомата стрелять, то есть отдельный полигон был, и другой полигон был из пистолета стрелять. Вот, иногда он брал свое личное табельное оружие. И мы бегали туда эти 3 километра и там стреляли из пистолета в то время. Вот такие вот воспоминания. И самое так. Ризван, ва алейкум салам. Allah raise you. Thank you very much, my brother. Thank you. Сейчас, секунду. Дел рейс был. Мамад нашло. Чигака, Джимвела Бая, Джимвела. Тот же пацан, да? Дела, Ярхасхенш, на самом-то деле. Ну, спокойствие, Альвертису. Отдых, дитни Арим, Киди Кахер, Альтемш Сахарля Хари, Хаза Айдара. Айдара. Кальдитам Цадутвая. Салман Кавказ, Анзор, брат, надеюсь, когда-нибудь ты будешь у меня в гостях, и мы за одним братским столом будем кушать аварский хинкал и чеченские галушки, иншаллах. Иншаллах, брат. Может, как-то по воле Аллаха. Мой инстаграм, ну, наверное, написать. Не, почему, наверное, под моими видео бывает, в описании бывают ссылки на инстаграм. Там, наверное, да. Спасибо, Виктория, спасибо. Как я в начале этого эфира сказал, я даже, у меня так получилось, что именно в этот день, свой день рождения, хотя я его не праздную, честно, так получилось, что я пришел в то место, где рос, где был рядом с отцом. Кстати, ладно, открою секрет еще один. Вот это дачи были, дачи, сзади меня дачи. И мы, будучи пацанами, лазили в эти дачи.
Вот, эти дачи, и нарвали там смородину, яблоки, груши, что там еще было. Персики, не персики, даже не помню. Что-то еще было. Малина была, да. Ну, я уверен, что почти все это прошли. Вот такие секреты. Как вот неприятно, что камера трясется. Давай нам свои секреты. А больше не расскажу. Больше нету. Анзор, отец, был награжден высокими наградами, орденами за службу СССР первой и второй степени. Да, был. У него было 2 ордена. Ну, как я говорил, когда он уже в Литве был, 2 ордена было. Вот так. 18 ноября. Венгрия, поселок Бай. Дел Ресхил Муса Массанаду Далгач. Валикум ассалам. Wish you have a good night sleep. Komutan. Teşekkür arkadaş. Teşekkür. Allah razı olsun. Валейкум салам. Да. Чуть холодно. Да, я очень давно хотел сюда попасть. Вот так получилось. Я смог найти время. И попал в эти места. Валейкум салам. Швеция. Валейкум салам, Швеция. Из-за найденных буквы маленькие, поэтому тяжело читать. Ну, потому что экран маленький. Руслан, так, валейкум салам. Так, Анзор. Мой отец тоже служил в Венгрии под Будапештом. Мы несколько лет жили здесь, в этом поселке, в этом гарнизоне. То есть отец служил здесь, а потом мы переехали в другой город, Кечкемет. И отец продолжил там службу. Это до того, как мы переехали в Литву, в Вильнюс. Мы тоже там жили 5 лет. Так, сообщение. Угу. Виктория, я рада за вас, хорошо, подарок себе приготовили. Ну да, я сам себе вот так, получается, подарок сделал. Найденов, на обратном пути в гости заедешь, а я не знаю, где ты, брат. Так, Фатима, мой девер служил в Венгрии в 85-86 году из военной части Хилъезашук, у них были совместные фотографии с Асланом Масхадом. Но я говорю, или это место, или же, может быть, Кечкемет. Фатима, который вопрос задавала. Вот в этих 2 городах мы жили. В 2 городах. Сейчас. Так, я, наверное, сейчас буду заканчивать эфир. Но, иншаллах,
его связи до и до. Я чуть подожду, сейчас дочитаю комментарии. Манзур, разве так, отец раньше не знаком был с Джохаром? Нет, они не были знакомы, потому что даже в других городах были, в других республиках, странах. И род войск у отца был артиллерийский полк, артиллерия, а у Джохара Дудаева авиация была. Нет, они не были знакомы. Отец, когда вернулся из Литвы, он пошел к Джохару и сказал, что вот он полковник, имел такую должность, артиллерист, и хочет стать рядом. То есть это уже когда советские войска начали убивать мирных жителей. Вот, это была первая встреча их. Еще минут 10 давай было. Сейчас, секунду. Мы не хотим с тобой расставаться. Да я сам не хочу. Черный, ты не опоздал. Вот. Чуть еще подождем. Иншаллах. Прокомментирую конфликт. Аюби, прокомментируй конфликт Тумсо и ислама. Я уже прокомментировал. Я бы не хотел бы, чтобы такие конфликты были. Я свое мнение насчет этого сказал. Ничего другого я добавить не могу. Лишь скажу, нам это не нужно. Никакие конфликты нам не нужны. Стремитесь к миру. Ларушхала, будьте осторожны. Вот что я могу, давайте сказать. Нужно их избегать. Вот это я могу только сказать. Валикум салам, ва-рахматуллахи ва баракатуху. Так, земляк, валикум салам, иншаллах будет. Цадыдорду. Малика, Анзор тут с Казахстана рассказывали, что служили в Чечне у отца твоего. Аслан дал им волю, они продавали. Да ладно. Неправда. Вообще. Да, да. Находится. Значит, они его не знали. Просто говорят. Тарзан. Анзор, Юха. Куэттас в деоккупации я худадиец эль-хиетхон. Das Юха Эрду. Деоккупация وين باش تاعها طولن باخ بيس يتصباح كلويك ووش ديك دات سوي هورنا شا سا چوخيت وكن شيبش انت اتسويد شيبش دق تصوول سا مستخليل دو سيوش مستخليل برت با شيت خمش ديكنا يغزلو يلا يغزلو ديل شيء دو يتنا يهم تصدلو ويك سو إن ساتيشنو تيشسو ديلخ تيشسو زنديلا تعمي دو وي تا ديرش تا غوش قيت تا برت بوش تاني ستيلش أق دالتولم يربا إيش توشكو دالتولم تغنر إيش تصور تدوده اشتادوده تاتبول نحوي ليلي تح اشت شين لوك دوتي شي وين يقبتنا شتوسي شي تاش توخكت شي يناخ صوت صباحا
Sanki perbaye, sen sabah sen salıyorç kvert humiyette sabah sen. No, short meter şu soğuk bu. İnak yor datsa boğulu. When yok piten tuş bu. İle yavay datsa tot tuş. Ak خلوه دو ويبرت خليفة يبيت دق بيت نشلو وين وين سالش إنسا تعام وين تعذر دلت تعام وين ديت سم شورت درر ديت سم شورت در تعواخي ناس دق خدوت دري همش سون خيته قد وستيتشا ويتعبرت خلي تعبرت خلي действительно ديل أخيرة خيرش دال بوغ ويدوي أتوه بوغ تعبرت خلي تحقيق بوغ أكشا طولم لبو طولم وين طولم بس ويتسق سا طبعا ويدا ديشتو هما نينست احتقوش بشه زانا مدر سوق دوزي ترى تاق وين احتقوش بشه يقوي надежд وقوم надежду نس يشتو دوكاس تاق людей оккупация шайга Мистер Ислам анзорин тяхит диеза так борт хербо достабовсан тяхит. So halwa lukshawat qitlash nisa skubo. Suna shun ulakhala idu sun lo. Sun sa khunok абсолютно sun yesh mada wallahi dat استغنى جيم يبالغ برا وأجرا إذا صديق ردو أس دديشتو هندو أس وقتيت حنشرة أس أرسلنا دات دا نبوبليكو تليلنيا كل بومو تسمش لي باش لي هو سديل شي دوها يصديق ردو دير سندر ساسونت يا خيتي شتا خمش قچوا خسون يزا دو سو قنق تاهم يشواز يا سونتلا شون سنة قزح سويسيلات سلا قزح سو دعوليلات سلا سون سيموك لقابيس سون تصوغا لا سيلات انتي اشتا كوك بالله لا سون سينا هنقول لي دعوتا لا سون يدوك سون ديزك تاك وتسومنا تعددو ان شاء الله يدت اي قوشردو وي مسارق احيقا قوشردو شون ديل خويت يش يعني دال بول بيجان يدوك سون Да, и сам Мусаев, чтобы дойти до деоккупации там, вот, то нужно победить это внутреннее зло, которое сидит внутри. И восстановить и усилить связь отцов и сыновей. Ну, тоже согласен, да, брат. Согласен. Алейкум салам. مصوب وش الضيقة عليكم السلام Сема Казахстан. Спасибо, брат. Аминь, аминь. Терзан, والله سون تجين خردون تحت قوسه تسيخ خليه دوقشات تليفون ترياز شمانو سو سند يوز مولا سون كرتين يتحرون سو Земля, конзор, вы сотрудничаете с правозащитными организациями, такие как
ГУЛАГу нет. Было бы хорошо, если бы была помощь и освещение всего беззакония с задержаниями и так далее в Чечне. Именно с этой организацией у меня контактов не было. А так у меня с организациями есть хорошие контакты. И в этой поездке мне удалось встретиться с некоторыми людьми из разных организаций. Я ростом выше. Да. Нет, одинаковый рост, кстати. Одинаково. Сейчас в машину загляну. Вот. Одинаково. Так, что я пропустил? Ответил, Ингушетия, Ларису, что за меня ответил. Кавказ зависает, да? Сейчас я дочитаю тогда и завершу, наверное, уже. Ну, сейчас, секунду. Так. Ладно, валикум салам. I just thought about you and your life. Так. That's really cool. Much really Larissa, respect my brother. The same respect to you too, brother. Уже все хорошо, отец ростом всегда выше. Ну, конечно, отец всегда выше. Сейчас, секунду. Ангор, Дмитрий, здравствуй. Алейкум салам. Австрия, Вол, Бая. Австрия. Минухчва Алва Весу. Эсдель, Хатуш, так, Цегерсон. Зиедешхил. Сейчас пытаюсь один комментарий прочесть. Тарзан. Цунулец. Эйлер. 15 соуцудиз. Питан дешвегавен гавиз. Харцу сацуиз. Вайц аборт халабиз. Ихум амди штуайн. Нису мичаяца. Так питан и 15 даржваш беша. Царь алыр валавиз. Эйлерс. Санек, Анзор, как относишься к русским после всего, что произошло? Сам русский, я и считаю, что вы, Нохчи, заслуживаете независимости. Надеюсь, мы будем добрыми соседями. Мы всегда надеялись, что даже после всего, что произошло, мы хотим иметь, как сказать, хорошего соседа. А не так, чтобы мы опасались чего-то, переживали за что-то, что вот через 50 лет у нас будет очередная война или очередная депортация. Нам это уже надоело за всю нашу историю. И я просто вот по-человечески, как есть, скажу, я желаю русскому народу, так же, как и другим народам, мир и справедливость, стабильность. Вот. И это для нас тоже хорошо, когда у вас будет все хорошо. И в России будут такие руководители, которые будут думать о своем народе, не сдирать шкуру с этого народа.
Вот. Не посылать их в бой, в войны, которые им абсолютно не нужны. Ну, скажем, это те же самые чеченцы или грузины, или там Балтика, или Сирия вообще. Зачем там воюет русский человек или там российский человек? За какие интересы? За интересы Путина и Ельцина. Вот. Ну, Ельцин это же выхнято сегодня, но вот. Вот этого я желаю. Ну да, как вот тут пишут уже. Сейчас, секунду. Мы с Россией должны решить вопрос окончательно. Окончательно решить, а не оставлять нас в такой ситуации, взвешенном такой ситуации, что мы сегодня даже не уверены, что вот кому-то в голову, если придет мысль, когда это понадобится Путину или другим правителям России, вот там надо переизбрать президента, например, в России, и могут начать опять войну против чеченцев. Они это могут сделать. И посылать солдат России на смерть за свои интересы. Аюби, пено, анзор, вовзарем, вовзар дер. Дер вовзар, Аллах, азут хобл, дольсон, вовзарсон. Дела бар дикенти барыш. Так. Как Иса Мусаев, Анзор, как Венгрия постарела или помолодела? Ну, помолодела. И в то время, я помню, Европа, да, вот Венгрия. Венгрия была намного чище, чем Советский Союз, да. Сейчас, да, вот, кстати, очень много красивых мест. Я в Будапеште помню, их архитектура очень мне нравится. Вот, красивые места на самом деле. Так, Кахыров, Люльбов, Мелочевки, Дигиоск, Четурбицане. Так, сегодня Венгрия. Так, я, наверное, уже... Анзор, ты живешь в Норвегии? Если да, знаешь Сейд Хамз из Дебаюрта. Да, знаю. Алейкум салам. Все будет. Конечно, будет. Все будет хорошо. Иншаллах. Так. Вот так стану. Тут там сзади свет. Так, наверное, я уже пойду. Уже час, когда Анзор в Венгрии. Соленья, аджики, как у нас на родине, по вкусу. Иса, да, я помню еще с тех времен эти соленья, варенья, аджики. 47-й договор, он 47-й вот позывной хари, сахит, рауизунсун, сундыкцево. Так, Эрзи, не успевает же. Так, где-то я что-то, говорят, пропустил. Сейчас, секунду. У меня сейчас не нажимается даже. Холодно. Ну, экран не нажимается почему-то. Ну. Хорошо, тогда я завершу сейчас. Анзор, у отца была машина. Но если ты здесь про Венгрию, то у него был водитель, ну, на машине УАЗ. Вот. Хорошо, я всех благодарю.
Джахарду, да, нет, у меня шапка есть, я просто не надел ее. Вот она, моя шапка. Алла рейс Масана. Сегодня 18 ноября. Я нахожусь в Венгрии, поселок Бай. Это недалеко от Таты. Здесь мы жили 6 лет. Отец проходил здесь службу, был командиром полка. И вот так получилось, что именно в день своего рождения я смог посетить это место, где рос, где мы жили. Вот это был прямой эфир отсюда. Еще раз всем спасибо. Алла рейс Масана. Алла эту масера. Иншаллах, скоро увидимся. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла рейс Масана.